Война в сотни раз страшнее, если видеть ее детскими глазами. И никакое время не сможет вылечить раны от нее, тем более детские. В 1941 году началась война, а вместе с ней голод. Самые яркие воспоминания раннего детства Софии связаны именно с ним. София Зорина родилась в далеком Архангельске в 1937 году. Когда началась война, у нас ушли отец, брат, все на фронт. Мы остались с матерью, я, младший брат и мама. Жили мы в Архангельске. На Белом море родилась я. Я жизнью насладилась вслась. Судьба сыграла со мной все. Злодейка не была нигде. Я там войну пережила, еще малюткою была. Погибли наши на войне. Остались с братом мы вдвоем. Сейчас живы-здоровы. А вы сами начало войны-то помните? Как вот для вас она Война? проявилась-то? Ой, Там, это мы жили в Архангельске. Проявилась она голодом. Голод. Вот идешь и валяется человек, валяется. Никто не подбирает. От голода? От голода умирали, да. Потом приедут, там уж сразу всех соберут и вывозят. Был страшный голод в Архангельске. Жили мы до войны очень хорошо. У нас все было. Детство у меня было счастливое. Потом брат, отец ушли на фронт. В первые же дни войны ушли на фронт? Да, самые первые, да. Мы с мамой маленькие остались. И нас, как, чтобы мы не померли, у меня братик еще был меньше меня, и чтобы мы не померли, нас эвакуировали в Калмыцкую степь. Ну, там, наверное, много людей Да, тогда. там с Архангельска, мы в Архангельске жили, я там родилась, но народ много погибло, валялось прямо на дорогах. И вот чтобы мы не умерли, нас мама, я, еще брат у меня был, старший брат ушел на фронт, а мама, значит, осталась вот с нами. И нас отправили в Калмыцкую степь. Там мы войну почти всю там пережили. С началом войны в Архангельске наступили голодные времена, и им пришлось эвакуироваться. Она вспоминает, что когда пришла весть о возможности эвакуации, была уже весна. Переезжать следовало через Северную Двину. Лед на ее поверхности уже таял. По такой дороге ехать было страшно, но оставаться в городе было еще страшнее. Маленькая Соня, худенькими ручонками вцепившись в борт машины, с ужасом в глазах следила за дорогой. Одна машина впереди ушла под лед. Хотелось закрыть глаза и ничего не видеть. Но бабушка ее предупредила. Как хрустнет лед, сразу прыгай. И она ждала, когда наступит этот страшный момент. То и дело поглядывая на маму, на руках которой сжатым комочком сидел младший брат Толя. Но прыгать не пришлось. Через реку проехали благополучно. Когда отец ушел на фронт, брат ушел на фронт, значит, мама осталась, мама заболела. Нас как бы забрали и эвакуировали в Калмыцкую степь, нас привезли. А как эвакуировали-то? На чем везли вас? Сначала на поезде, потом даже мы через какую-то реку переезжали. Вот я сколько помню, река, это Северная Двина, на другой берег нас перевозили. И чтобы куда-то там устроивать. А когда перевозили, значит, там у того родители умерли, там пара умерла, их убирали, и мы дальше ехали. Когда вы ехали через Северную Двину, вы ехали на автомобиле? Нет, нас возили на какая-то такая коробка, и нас так садили. И потом родители еще, у меня мама с нами была. Да, нормально. Нам давали пайки какие-то, хлеб, привозили прямо и давали. Доехали до Вологды. Ждали, куда их определят. Старший брат ушел на фронт, а бабушка умерла. Их определили в Калмыкию. Добирались на поезде до Астрахани, на теплоходе по Каспию, на верблюдах до поселка Гохота. Место, куда их доставили, походило на вымерший город. В нем все было на месте: мебель,
посуда, дома, а вот жителей не было. Им объяснили, что местные жители были репрессированы и высланы. Потом мы приехали в Калмыкию. В Калмыкии у меня мама этих верблюдов стригла. Я тоже, мне бы Вы надо помогали, учиться, да, мне бы надо учиться уже было. Вот. Вы работали. Да. В Калмыкии сколько лет вы там А с прожили? Калмыкии, ну, до самого конца войны, когда война кончилась, только нам тогда разрешили ехать домой. И мы поехали, и у нас мама на дороге, где-то вот пересадка, я забыла, какой город, она там у нас умерла. Заболела Да, она, да? потому что болела, она нам с братом, у нас старший брат на фронт ушел, отец на фронт ушел, еще был младше меня брат. Так вот она нас кормила, вот что нам давали кусочки, она еще нам разделит, а сама нет. Потом она делилась с вами, умерла. да? Мгм. Умерла, и мы попадаем в детский дом. Ой, я сразу вспоминаю, у меня как-то такое состояние нехорошее бывает. Вот попадаем в детский дом. Сначала вот принесут кушанье, значит, старшие столы вот так стояли, мы называли шибарь. Это хлеб. Они вот идут, все шибут, все. Придешь, садишься, ничего нету. Такое было. А это плохой такой был детский дом. Его потом раз расформировали. После смерти матери они с братом попали в Костромской детский дом номер 1. Этот детский дом считался показательным. Там была очень богатая библиотека и пианино, на котором играли почти все воспитанники. Соня полюбила играть на нем и читать книги. И я потом жила уже в хорошем детском доме. Очень хорошем. Хозяйка Матрена Даниловна, старая барыня раньше была она. Вот, и она нас учила. Значит, годы учебы у вас прошли в детском доме, да? Да. Писала стихи маленько, еще тоже маленько. А в школе, вот когда вы учились в этом детском доме, в школе, вы на тетрадках писали? Ой, нет. Или И тетрадки бывали, но какие-то маленькие такие, тоненькие. Так ручками писали, всё да. достаточно у вас было, да? Да. А какие-нибудь кружки, может, там были у вас? Ой, кружков много. Это я уже, когда из детдома вышла, так очень много вспоминала все свои кружки. Там А было. в хорошем детском доме какие у вас А, мероприятия так, были? а там хороший детский дом. Вот это Матрена Даниловна, старая барыня, раньше она барыней была. Она очень нас учила любить себя, любить чужих людей, уважать. Родину любить, да? Родину любить, да. Вот брат у меня так хоп-хоп-хоп с голодухи. Мама умерла, мы там где-то еще сидели, мы вот так ели. Кушали быстро-быстро, да? А она, Сонечка, не надо так кушать, вот садитесь за столик, сейчас принесут вам, не надо, вот так. В таком детском доме я воспитывалась, очень А в хороший. детском доме кормили вас хорошо? Да? Хорошо, это уже после войны, хорошо кормили, я очень благодарна им за то, что они меня так воспитали, хорошо. И я очень горжусь, что я была в этом детском доме. Меня, значит, из детдома вывели работать. Я работала в службе быта, вязала трикотаж, одевала женщин, мужчин. Очень хорошо зарабатывала. А какие еще мероприятия были Да, для вас, для молодых работающих? На Ходили танцах еще? ходили. Да. Меня, значит, меня не просто, меня как бы выпустили, одели меня, все, и выпустили как бы в люди. И вот мы там ходили на танцы, я познакомилась с пареньком из Удмуртии. Да. А потом искала эту Удмуртию очень долго, и найти не могла нигде. На карте, На да? карте вы смотрели, и да? всё, да. И у меня получалось не Удмуртия, а Вумуртия. Вот это самое. Дед в Удмуртии, вот в Удмуртии. А потом вот у меня муж как раз он учился на пожарников в городе Кострома. А вы А в вы этот работали? период А я где? работала уже. Да, а где вы работали? Я работала на льнокомбинате имени Ленина в городе Кострома. Вот вы работали на льнокомбинате, он учился на пожарника, и на танцах вы встретились, да? Да. Вот, а мы с ним познакомились. Он стал меня уговаривать замуж. А я почему-то не хотела. Почему не хотела? Потому что
как сказать, ну, не надеялась. Думаю, ой, да он меня обманет. А мне хотелось честно, благородно прожить. Да. Вот. И как-то так, а потом мы сдружились, все у нас дружили долго. И вот он мне все про Удмуртию рассказывал. Я когда уже вышла за него замуж, я уже все про Удмуртию знала. Да. Что, где, когда. Вы женились-то там, в Костроме, с Зориным? Да, или здесь? когда Зарегистрировали. он уехал первый раз, ну, вот мы дружили, раньше ведь все, Да, да, честь да. берегли свою. Он выучился на пожарника, Да, и работал потом- в пожарной охране. И там вы... А мы там познакомились И и поженились. поженились там, да? И Я потом уже уже в сюда Удмуртию приехала. приехала, я уже женатая замужем. Да, понятно. Кострома дала Софии Ивановне все, что впоследствии определило ее судьбу – знания, профессию мужа. И главное – теплоту, заботу и внимание, чего лишилась она после смерти мамы и гибели отца. Сразу после замужества Софья Ивановна из Костромы переехала в Удмуртию. Семья жила в Можге, Сарапуле, Ижевске, туда, куда направляли мужа пожарного по долгу службы. И стихи у меня есть даже «Люблю Удмуртию мою, люблю сердечно, и никому я не отдам, ведь я люблю ее навечно, а если надо защищать свою любовь, я постараюсь, чужой земли не надо мне, я просто в этом не нуждаюсь. Мечтают люди на земле из родников воды напиться, но повезло лишь только мне, какое счастье здесь родиться, стою на Камском берегу, а сердце сильно-сильно бьется, моя родная сторона Удмуртией зовется». Вот как вы Здорово. полюбили Удмуртию. Да. Полюбила. Да. И А с А с мужчина. какого года вы в Удмуртии? Сколько лет вы живете? Ой, уже я здесь? это как-то вот... У меня как-то это все прошло, я там хорошо жила, ничего не считала, ничего. Зорин, он у меня всю жизнь пожарник, начальник пожарной охраны, лазил там где-то. А пожарник лазит, он выше всех залазил, а я все сидела и вот переживала каждый, где пожар, я сидела, а он там лазил. А куда вас отправили? Куда вы приехали? Можгу, Город Можгу, Можгу. да, Мгм. город Можга. Значит, вы жили в городе Можге, Да, да. Мгм. А Сказать. у вас дети есть? Есть. Дочь у меня бизнесмен. Да. Да, у нее есть свой магазин. Да, да. Она- Еще? Вот, Дочь у вас, да? дочь моя. И? А сын, Дочь и сын у вас? да, двое. Сын тоже такой уже женатый уж. Вот такие дела. Они живут в городе Ижевске, да? Да. Да, что бы вы хотели Что бы вы пожелать? пожелать молодежи современной? Что же я хочу пожелать? Прежде всего, хочу пожелать, чтобы мир был. Чтобы был мир, чтобы мы понимали друг друга, чтобы жилось хорошо, надо хорошо работать. Вот, пожелаю работать, чтобы всем. Сейчас очень много в торговлю, да куда идут. А надо, чтобы и Производство. оборона была. Производство, Да, чтобы было. производство, чтобы Да. хорошее было. Вот это желаю. Сегодня День Победы наш. Уж много-много-много раз мы будем петь и танцевать, победу нашу вспоминать, за брата, за отца и мать. Хочу я вальс потанцевать, ведь в этот день, как наяву, я вижу ту войну. Война та долгая была, в огне пылала вся страна, солдат в бою, а мы в тылу. Не уронили честь свою. Солдаты, праздник это ваш. Пусть будет с вам большой кураж. Как русский парень у Рейхстага плясал коленку, так и надо. За брата, за отца и мать. Хочу я вальс потанцевать. Молодец. Здорово. Спасибо вам. Хорошие стихи.